я расскажу, что мы последние 4 месяца работали над проектом по снятию 5 документальных историй о женщинах в Грузии, которые что-то сделали для своего сообщества. Мы не хотели рекламировать или показывать женщин-политиков, то есть искали из разных представителей из разных населенных пунктов. Одна из наших героинь – это Лидия Осташ, которая, мы знаем, что очень активно была в сообществе и сегодня активно, не только в своем сообществе, но и в общественной жизни. Этот проект направлен на то, чтобы продвигать женщин, которые что-то хотят делать в своем сообществе, независимо от того, занимаются они политикой, имеют ли планы заниматься политикой. То есть проект не политизирован, он на то, чтобы показать, что женщины наравне с мужчинами тоже могут что-то делать, если у них есть желание, если у них есть такие возможности с точки зрения моральной, если это разрешает и поддерживает семья и окружение. Сегодня вы сможете посмотреть, это премьера фильма, на этой неделе будет премьера в Ютубе. Вы увидите его все сейчас первый раз, то есть его никто не видел до этого, кроме группы, которая работала над фильмом. С нами сегодня находятся два эксперта в проекте, это Наталья Борчелук, исполнительный директор юридической клиники в Канаде, Людмила Епришин, доктор психологии. Они нам помогут потом после фильма модерировать дискуссию. Если вы захотите высказать свое мнение, то помочь нам для того, чтобы понять смысл этого фильма и о том, как женщины в современном обществе могут выполнять не только свою роль в рамках семьи, но и в то же время влиять на свои сообщества и на общество. Поэтому сейчас вашему вниманию фильм, он идет 20 минут, если не ошибаюсь, поэтому наберитесь терпения. Все это время мы будем в прямом эфире на наших платформах, поэтому, помните о том, что мы в прямом эфире. Тихие улицы села не предсказывают бурную жизнь активистки, но именно здесь формируются принципы, которые потом становятся делом всей жизни. Мама! Привет! Привет, доченька. Как дела? Хорошо. На чем приехала? Коллега подвез. Вышло такой на улице холод. Хорошо. Катя где? Катя, она осталась дома, пойдет на репетицию. Ее пригласили, будет ведущей на линейке, посвященной гагаузскому языку. Пойдет туда. Хорошо. Все звонит мне, как одеться. Говорю, одевайся очень хорошо, на улице очень холодно. Что делаешь? И что делаю? Вот дома. Да, все, заходит. Заходи. Захожу. Позавтракала дома? Как? Нет, мама даже не успела, так рано быстро встала и быстро прибежала. Мама, этот цветок вот туда вот на подоконник поставь, очень красивый, поливать душу. Большой, очень красивый У меня нет цветочек. времени. Мама купила вот этот хлеб. Сейчас позавтракаем. Лида была в детстве очень хорошей девочкой, послушной. Выполняла работу дома, помогала маме, папе, прошивала в огороде, помогала мне в садике. Была очень активной. Она была боевая, как и братья. Делала и работу и мужскую, и женскую. Я много времени проводила с мальчиками. Как-то вот вокруг нашими соседями тоже были дети-мальчики. Потом играли в войнушки. Была это любимая игра их, но я, конечно же, тоже принимала в этом участие. Я даже ученикам сейчас говорю, в детстве я играла в футбол. Будучи в университете, я играла в профессиональной команде в волейбол. Сейчас уже, конечно, ни на то, ни на это не хватает времени. Но активный вид деятельности помог мне в дальнейшем в жизни. И сейчас я могу и по дому многие вещи сделать сама. Одинаково воспитывались как мальчики, так и девочки. Не было, что она девочка или мальчик. Все вместе работали, делали общую работу. Были времена, мама ездила, была на заработке в Турции, мы с братом готовили, закатки делали, все убирали, то есть работали. Мы были приучены работать. Мама всегда говорила, а родители не должны говорить детям «делайте», а родители говорить должны «давайте вместе». Ну и у нас было это в семье, такая вот традиция, мы все вместе что-то делали. Мы провели счастливое детство, несмотря на то, что мы тогда много времени уделяли работе, труду, по хозяйству, в огороде, по дому. То есть это было
такие были установлены правила, и мы их придерживались. Лида, я принесла чай, ты наливай, пока пойду за плацентой. Хорошо. Я уже поставила, мам, вилки здесь. Садись. Садись. Резать или ты ее порезал? Режь. Лопатка нужна? Ты была на работе? Мама была на работе, уроки провели, то мероприятие с ГГУ сделали, все это там писала, заполняла, что-то там делали. Куча таблиц, приказов писали. Хорошо. Работа есть только. У папы взяла что? То, что боевая, ничего не боится, лидер везде и во всем. А у тебя что? Наверное, у тебя тоже лидер. И у меня, может, тоже лидер, потому что у нас с мужем не было такой. Если мы идем куда-то, он говорит, туда идем, все, идем. Не было, что я не пойду, я не хочу. Все, вместе туда. Прошу им вместе в огороде, на участке. Едем к нему в село, едем в Кишинев, куда надо. Мама китайс. Наша умная очень вкусно готовит. Вот такое именно? Именно такое. Я. Детский сад и среднюю школу я окончила в селе Кангащик, в своем родном селе. После окончания 9 класса средней школы я поступила в лицейское звено, в теоретический лицей имени Гаврила Гайдаржи в муниципе Камрад. Там я проучилась еще 3 года. А после завершения лицея я решила поступить в Кишиневский государственный университет. И там я обучалась, тогда думала, какую же профессию выбрать, и решила, остановилась на специальности социальный ассистент. Тогда это, конечно, было что-то новенькое. Я сама даже не знала, что это и как, что это за специальность, но вот поступила именно на эту специальность. Так посчастливилось мне, что я училась в румынской группе. Это был такой вот новый опыт. Учителя нас очень уважали, всегда приводили нас в пример, говорили, вот, смотрите, они знают хорошо русский, но и насколько хорошо румынский. У нас были там, конечно, очень сложные предметы, философия, право, семейное право, трудовое право. Вернувшись в родное село, в родной регион, в Гагаузию, я, конечно же, не смогла найти работу именно по специальности. В то время это была, в принципе, новая специальность, и эту должность примарии занимали не специалисты, а это в основном были учителя. Моя мама всю жизнь работала в детском саду. Конечно, у нее были знакомые в детском саду, и она предложила мне прийти работать в детском саду села. Тогда была такой вот интересный факт. Была вакантная должность директора. Ну, я говорю, ну и почему бы и нет? Я, помню, обратилась в управление образования Гагаузии и говорю, вот я хотела бы поработать или поступить в эту должность директора этого детского сада в селе Кангащик. Там, конечно, удивились, ой, вы такая сразу после университета и сразу директором, что-то новенькое такое, редко мы такое встречаем, таких вот, скажем, решительных. Ну, они мне предложили вначале поработать и воспитателем простым, и, то есть, скажем, вырастите дорастите до должности директора. Ну, я, естественно, согласилась, но места свободного не было. Но потом предложили мне пойти на работу, трудоустроиться, да, в детский сад в муниципе Камрад, детский сад номер 9. И я, так как знала румынский язык, они мне предложили быть преподавателем румынского языка. Я с удовольствием согласилась. Тогда у меня уже была дочка, ей было 9 месяцев. Ее смотрели мои родители, помогали мне смотреть, папа, когда мама, когда какие-то родственники. Иногда дочку с собой забирала, были такие вот сложные моменты. Но все преодолели мы вместе с поддержкой моей семьи, моей дочки. Маленькая она была послушным ребенком. Также мне предложили еще работать преподавателем румынского языка в лицее Гайдаржи, в том лицее, который я успешно закончила. Было время, когда я работала вот на 2, совмещала. То есть основная моя работа была в 9 детском саду и совмещала несколько часов у меня было в лицее Гайдаржи. Там я преподавала в начальных классах румынский язык.
на протяжении вообще педагогической деятельности. В 2015 году я приняла участие в конкурсе «Учитель года», «Воспитатель года». Я выиграла первое место после бессонных ночей, потому что необходимо было готовиться к следующему этапу, который проходил в Кишиневе. Я рано утром, мы поехали в дождливую, очень ветреную погоду. Мне необходимо было присутствовать на этапе этого конкурса в Кишиневе. Я провела открытое занятие в абсолютно чужой группе, в чужом детском саду в Кишиневе. Занятие по румынскому языку. Я получила тему этого занятия за день. И необходимо было вот за ночь подготовиться к этому занятию, провести занятие, а потом еще один этап был нужно. Необходимо было представить домашнее задание во имя будущего, то есть что из своей деятельности, такое вот свое видение об этом. Ну, я, конечно, это тоже прошла. Я вошла в 6 лучших в этой области среди конкурсантов. Ну, и так вот, скажем, тоже одна из важных страниц в моей жизни, в моей карьере, в педагогической деятельности. В 2019 году я ушла с детского сада, начала работать в Главном управлении образования Гагаузии, главным специалистом в области дошкольного образования, раннего образования. Я вместе с моей коллегой на протяжении этих лет курируем деятельность, образовательную деятельность в 56 учреждениях раннего образования Гагаузии. Лидия была той, кто шел первой, кто не боялся задавать вопросы, кто знал, равные права начинаются с равного участия. Будучи педагогом, была всегда заинтересована в реализации различных проектов. Я приняла участие в программе, которую реализовывала организация ЧПД, Центрul Parteneriat pentru Dezvoltare. Я приняла участие в обучающих семинарах, тренингах. А потом они предложили написать проект и реализовать его, ну и, конечно, для своего населенного пункта. Это был проект по повышению доступа жителей села к публичным учреждениям населенного пункта. В рамках этого проекта были реализованы обучающие семинары для женщин нашего населенного пункта. И потом был реализован инфраструктурный проект, то есть была проложена в белом варианте участок дороги, который люди использовали после этого для того, чтобы водить своих детей в детский сад, в школу в безопасности. Европейские фонды дали ресурсы, но настоящие перемены рождались здесь, в доверии, в разговорах, в простом «а что, если попробовать?». Конечно, было сложно все реализовывать поэтапно, получить финансовые средства с проекта. Это было $2000 на то время. Но этого было, конечно, мало. Я тогда обратилась в наши местные органы власти, в исполком, тогда управление строительства. И я говорю, вот у меня, вот я просто здравствуйте, я хотела поговорить, и вот у меня вот такой вот проект, вот у меня столько-то денег уже есть, скажем, они нам выделяют эту сумму, но, конечно же, нужно еще. Но они мне тогда сказали, вы что, такая сумма, это всего лишь только заштопать какие-то ямки. Ну, конечно, я такая расстроилась, говорю, боже, на самом деле, что можно реализовать? Но я не остановилась на этом. Они нам выделили для этого проекта, но не деньги. Конечно, было бы легче получить деньги, перечислить их в организацию, которая нам бы поставили бы щебень. Но было не так, было намного сложнее. Они нам сказали, мы вам можем выделить только из наших... То есть это было дизтопливо. Ой, я думаю, что же делать тогда? Тогда я даже потом думала, боже, я уже стала королевой бензоколонки. То есть мне нужно было пройти этот путь. Нужно было это дистопливо как-то получить, куда-то его реализовать, получить денежные средства, чтобы потом купить щебень. Этот путь я тоже с таким, конечно, трудом, то есть препятствиями, я даже не знала. То есть говорят, если вы берете в это время это дистопливо, оно столько-то весит, оно в том-то, в этом. То есть это все пришлось изучить. Вот этот процесс такой вот, скажем, с препятствиями, с преградами тоже был реализован. После того, как я приняла участие в проекте, реализованном
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. Потом они объявили другой проект через 2 года, в 2016 году. Тогда мама реализовала она проект, она его написала, а я была ее ментором. У них было такое условие, участница должна была найти ментора. Я была ментором. В рамках этого проекта была оборудована группа для детей старшего возраста, и также были приобретены игрушки Мария Монтессори, деревянные качественные игрушки. Это был такой очень необычный проект, там было много участниц, но одна единственная только реализовала такой проект. Директора проекта, они даже были удивлены, и было даже сложно в то время где-то приобрести такие вот игрушки. То есть долго находились в поисках, чтобы приобрести эти качественные игрушки. Также родители тоже внесли свой вклад. На их денежные средства был приобретен большой, огромный ковер для этой вот группы. И сейчас также дети могут пользоваться, играть этими необычными игрушками, которых у нас в Гагаузии, по крайней мере, нет ни в одном детском саду такие игрушки. Также для своего населенного пункта, в котором я родилась, прожила, в котором живут мои родители и в целом уважаемые жители нашего села, был реализован проект. Я написала проект на румынском языке, и по завершению этого проекта была приобретена музыкальная аппаратура для Дома культуры. И сейчас, в настоящее время, работники Дома культуры активно используют эту аппаратуру, и наши праздники проходят веселее, интереснее. И в рамках проекта были организованы также 2 фестиваля, которые были запланированы и организованы. И сейчас о нашем селе знают больше, и в наше село могут приезжать и другие представители населенных пунктов для того, чтобы принять участие в прекрасных праздниках. Как говорится, место женщины не только на кухне. Это я еще в университетские годы услышала, наш педагог говорила, что если бы все время ее повторяю, надеюсь, она, скажем, разбудит желание женщины быть активнее, реализовываться, действовать. Если бы Бог на самом деле создал бы, либо определил бы место женщины только на кухне, Он дал бы ей металлические руки. А так как у нас и у женщин, и у мужчин одинаковые руки, поэтому мы должны быть равны. Женщины могут занимать высокие должности, посты и получать одинаковую заработную плату, если они делают ту же самую работу, как и мужчины. Естественно, много раз мужчины, к сожалению, порой женщины того же мнения. То есть они говорят: зачем тебе надо? Это ж так сложно. Все-таки примаром должны быть мужчины. Директорами тех или иных организаций все-таки должны быть мужчины. Почему женщина должна? Для женщин это сложно, ты не справишься. Такие стереотипы есть, и их произносят не только мужчины, к сожалению. Но я считаю, что женщина тоже имеет право и должна действовать, чтобы быть наравне с мужчиной. Должна найти свое место и должна быть там, где она хочет. Не там, где кто-то продумал, кто-то думает, либо не там, где об этом говорят стереотипы. Женщина-лидер — это та, которая может за собой потянуть и другую группу, либо смотивировать и других женщин, продемонстрировать, что это возможно, что необходимо только иметь желание. В 2015 году я баллотировалась в примары нашего села. Это после того, как я реализовала этот проект. В примары населенного пункта я, конечно, тогда не прошла. А потом в 2019 я баллотировалась только в советнице. Я вот была избрана в советнице. В 2023 году я баллотировалась и в примары, и в советнице. В примары я не прошла, только в советнице. На протяжении моего участия в предвыборных кампаниях, естественно, тоже сталкивалась с такой ситуацией. Во-первых, недоверие людей в женщинам. Я ходила сама, говорила с людьми лично, с жителями, с различными, с людьми. Они, конечно, тоже: ой, женщина, но тебе надо, это ж так сложно, это там должен мужчина, это вот еще, к сожалению, в селах что есть?
Когда мужчина примар, он там с любыми, и там за стаканом вина что-то решит, что-то там обсудит. Конечно, как бы, ой, женщина же такие вещи не сделает. Женщина не будет там в любой компании обсуждать там вечером после работы и так далее. Хотя я считаю, что это неправильно так думать. Женщина тоже имеет право и может быть успешным лидером населенного пункта, то есть успешным примаром или советницей. Я рада, что у нас намного больше советниц. В этом мандате у нас их 6, в предыдущем было меньше. С каждым годом все больше женщин-советниц в нашем населенном пункте. Это отрадно. Женщины тоже понимают, что почему бы и нет, мы тоже можем внести свой вклад, будучи советницей, в развитие нашего населенного пункта, в создании лучших условий для жителей нашего села. Я думаю, что это правильно. Пускай будет их больше, пускай и председатели. В предыдущем совете я была и председателем на многих заседаниях. Примаром не суждено было быть. Может быть, я еще попытаю свои силы, не знаю. Конечно, сейчас это сложнее. Много было, да, может быть, я проиграла, потому что были свои стереотипы, у людей были другие видения у жителей нашего населенного пункта. Но я ни о чем не сожалею. Я и сейчас, даже если я в принципе, когда я реализовывала проекты, я не была советницей, не была примаром, я была просто жителем населенного пункта, и почему бы нет, если у меня была такая возможность реализовать этот проект. И сейчас я не примар, я советница, но я продолжаю, если есть какие-то возможности, помогать жителям нашего населенного пункта. Я еще являюсь волонтером в одной организации. Они тоже иногда предоставляют продуктовые пакеты, мы раздаем жителям. Либо у нас есть и сейчас, кто обращается, мы можем предоставлять инвалидные коляски. Может, это не самая лучшая помощь, но люди иногда нуждаются и тоже просят, скажем так, и благодарят за и это небольшое содействие, эту помощь. Я горжусь своей дочерью, то, что она как бы достигла своей цели, выучилась, как бы закончила высшее образование, потом пришла, работала, устроилась на работу вовремя и продолжает по сей день свою работу и как бы повысила свой имидж. И я за это очень горжусь. Она продолжает не ради славы, ради будущего, в котором женщина может быть кем захочет и быть услышанной. Самое главное – это говорить. Остальное – вопрос времени. Фильм еще будет субтитрироваться сейчас на русский и турецкий язык, поэтому он будет доступен на русском, субтитрами на русский и турецкий язык. Если у вас есть что-либо высказать о наших экспертах, пожалуйста. Может, начнется Валерия? Свои впечатления хотите? Да, добрый день, уважаемые организаторы этой сегодняшней встречи. Хочу, во-первых, поблагодарить, конечно же, тех, кто пришли меня сегодня поддержать. Выражаю вам огромную благодарность и признательность за это. Мне, конечно, очень было приятно, я переживала, думала, что ж там такое, не будет ли мне стыдно. На самом деле, я впечатлена, я рада, что получился такой замечательный продукт. Спасибо всем участникам реализованного замечательного фильма про меня. Да, на самом деле здесь все правда. Через этот тернистый путь я смогла добиться всего, что у меня сейчас в жизни есть. Скажем, я горжусь собой, благодарю себя за то, что я никогда не останавливалась на достигнутом. И сейчас я всегда даже смотрю назад, думаю, боже, как же это я тогда все реализовала. Первый раз 27 лет было вернуться в должности примара. Боже, как это было сложно все это, подписи собрать, все это делать. И когда сейчас появляется какая-то сложность, я думаю, ну тогда все смогла, то есть сейчас смогу, конечно.
У меня всегда на протяжении всей моей жизни была замечательная поддержка моей мамы. Я считаю, что это пример замечательной семьи, в котором поддерживают все начинания членов семьи. В данном случае это мои, это, конечно, всегда у меня поддерживали всех нас, вкладывали в нас, инвестировали. То, что мы должны, в принципе, делать, родители должны делать, что делаю я сейчас по отношению к своей дочери. Я благодарю за то, что у меня есть, чего добилась, достигла. И, конечно же, цель такова, не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед. Что получится, реализовать все, что получится. И, конечно, я думаю, что я всегда так думаю, конечно же, есть истории намного успешнее. А вдруг моя история замотивирует других женщин. Поэтому пускай будет побольше прекрасных историй женщин. И нас, женщин, пускай нами, женщинами, гордятся, нами, женщинами, будучи в достойных должностях. Вместе с мужчинами. Наверное, расскажу я сейчас. Меня зовут Наталья, я представляю общественную организацию «Личный клип», которую очень хорошо понимаю вас, что касается проектов, их реализации. На самом деле это очень сложно бывает. Что могу сказать? Что мне очень понравилось из того, что я видела, я никого не знала. Из героев я вижу вас первый раз. Что мне очень понравилось? Это связь между вами и мамой. Это очень подкупает, и это очень приятно, когда мама, уже будучи уже взрослым человеком, когда дети продолжают с ними общаться, продолжают их поддерживать, чувствуется, что у вас очень эмоциональная близкая связь между вами. Это только респект, это очень хорошо, это очень классно. И я что бы хотела отметить, когда смотрели историю героини до этого, она тоже хотела поддержки. Была Смила Анастасова. Она хотела тогда поддержки своего супруга, чтобы без его поддержки она тоже, возможно, много чего не добиться. А вы говорите о поддержке вашей семьи и мамы, и я понимаю из этого всего, что на самом деле без поддержки близких, очень близких людей, мужей, братьев, сестер, родителей, не всегда очень хорошо может все получиться, а когда есть поддержка, это вперед. Что касается проектов, вы абсолютно правы, что каждый проект – это новая жизнь, куда ты окунаешься и где ты начинаешь заново чему-то учиться, и, казалось бы, ты как бы что-то знаешь, но опять же, как вы рассказывали, как покупать топливо, или как что-то строить, или покупать деревья, или как краску, это на самом деле ты учишься многим вещам заново. Но это очень хороший опыт, на самом деле хорошо. Что касается вашей общественной деятельности, публичной деятельности, я думаю, что это вопрос времени, потому что соглашусь с вами абсолютно, что стереотипы есть, они существуют. Хотя очень медленно происходят перемены, но я думаю, что касается мамской должности, вам надо еще пробовать и пытаться, и поэтому, возможно, через некоторое время, потому что есть много примеров, когда примарами становились женщины после выборов 23-го года, и это говорит о том, что все-таки очень медленно происходит. Поэтому я вам желаю удачи только на вашем пути. И что очень приятно, еще один момент, который меня вдохновил, это то, что вы не замахнулись на что-то очень огромное, необъятное. Вы взяли ваш маленький населенный пункт, как вы считаете, тоже маленькое село, и что вы стали развивать его, стали вкладывать свои знания, свою энергию в развитие этого села. Вот это очень приятно, потому что я понимаю, что такие села, когда они очень маленькие, они остаются как-то там на окраине, и все свои взгляды, взоры бросают на эти села. Приятно, когда есть такие люди активные. Мы бы с вами тоже посотрудничали, может быть, когда-нибудь, когда у нас будет общий проект, мы будем теперь знать и иметь в виду. Поэтому я желаю вам удачи, надеюсь, что ваша история на самом деле мотивирующая для тех, кто тоже начинает этот путь, может быть, опускает руки, может быть, боится чего-то, с одной стороны, с другой стороны, то, что вы говорили, что место женщины не на кухне, и если женщина
этого на самом деле хочет, то ей нужно дать возможность развиваться. Если она не хочет, то сидеть на кухне. Но если она хочет, то ей нужно дать возможность. Поэтому вам только всего хорошего. Спасибо. Я хочу продолжить и сказать, что я нахожусь в типичной среде, здесь много педагогов. Это здорово, что ваши коллеги пришли вас поддержать. Значит, что в вашей профессиональной среде вы значимый человек, весомый. И я видела, что люди шли с добрым вместе с вами. Это значит, что они готовы вас поддерживать в ваших педагогических начинаниях. На самом деле, основываясь на той работе, которую мы проделали в этом проекте до того, анализируя то, что необходимо женщине для тем, чтобы проявляться в обществе, проявляться как лидер, хочу отметить несколько важных вещей, о которых говорила Наталья. Это наличие поддержки семьи. Кстати, здесь есть мама, насколько я понимаю, насколько я заметила. Да? Эта поддержка, значит, не стихийная, она системная. Вы имеете системную поддержку своей семьи, это круто. Кроме того, хотела бы сказать, я не знаю ваш близко, но наблюдаю в фильме, видела, что, в принципе, природа вас наделила лидерскими качествами, а когда эти качества есть, очень важно, вот мама отметила, что вы с детства были лидером, и если эти качества заложены как в природе, или опыт, как вам удобно думать, важно дать им ход, важно их развивать. Семья как поддержка, но затем усилия. Дело в том, что ничего в этом мире не происходит по волшебству, и все требует труда, энергии, которую вы смогли затрачивать. Как вы заметили, это история про какие-то достижения женщины. Да? Вот эта история про достижения, она очень инструментальна. То есть в ней есть очень важные характеристики, про которые, может быть, какая-нибудь молодая девушка посмотрит и поймет. Ага, у меня тоже есть такие задатки, я тоже достаточно активная, я инициативная, я бы хотела это развивать. Это очень важные вещи. Важно, что эти задатки, которые у вас были, видела ваша мама. Интересно еще то, что вот в вашей сюжетной линии жизни вы попали в систему образования. Это меня часто волнует, интересует. Ваша мама в системе образования, и вы попали туда же. То есть такая преемственность профессии часто анализируется в нашем обществе. Наверное, это тоже очень важно, потому что ваша мама в протяжении своей жизни делала какую-то работу в раннем образовании. Вы ее продолжили, подхватили, и вы были в теме. То есть, в принципе, я точно так же, как и вы, дочь педагога, и я знаю, как это важно, когда ты в контексте в теме с самого детства, да, ты делаешь карточки, ты какие-то пособия разрабатываешь, потом пойти это гораздо легче. Но вопрос не в том, что вам было легко, а вопрос в том, что вам было интересно, я так понимаю. И на самом деле в фильме я увидела, что те, кто снимал этот фильм, им удалось заметить ваши интересы, ваши сильные стороны, то, что вас на самом деле вдохновляло, воодушевляло, и то, что вас наполняло на те действия, которые вы совершали. Я думаю, что коллеги, которые пришли вас поддержать, они захотят обязательно сказать какие-то ваши качества, которым, может быть, они у вас учатся, которые они вас поддерживают, или которым, может быть, вы у них учитесь, потому что наверняка у вас есть старшие коллеги, которые тоже являются примером. Женщина в системе образования для нашей страны это не чудо, не удивительно. И я учу будущих педагогов, и во многих девушках вижу мощные лидерские качества. Вот иметь эти качества и реализовать их – это разные вещи. Здорово, что вам удалось их реализовать, и наше общество приняло это. Вы говорили о своих попытках в политике, это тоже очень здорово, Наталья права, что в принципе можно продолжать, потому что, правда, я думаю, что Грузия достаточно лидерный трибунал, потому что очень многие населенные пункты у нас руководителями женщины. И на самом деле молодежь, те, кто сейчас в районе 30, они убеждены в том, что неважно, женщина это или мужчина,
важно, чтобы она обладала теми качествами, которые позволят созидать, которые не будут работать на разрушение, которые будут направлены на людей, на их благополучие, на их, я не знаю, на то, чтобы у людей появлялись какие-то возможности еще даже в маленьких селах. Потому что наши маленькие села не такие уж и маленькие, и там есть люди, которые нуждаются в внимании и поддержке. Поэтому успехов. Правда, фильм получился классный. Вообще серия фильмов. Наверное, всем нам надо будет посмотреть всю серию, потому что каждый фильм маленькая история о женщине, такой как мы, да? Об одной женщине, такой же как мы, которая смогла стать примером. Кстати, то, что женщина решилась на то, чтобы о ней сняли фильм, это тоже важно, потому что я знаю, что не все решили, что они предлагали. Поэтому эта решительность, эта публичность, это знак того, что женщина готова дальше отдавать. И у нее для молодой женщины еще есть масса ресурсов, чтобы отдавать, поэтому наполняйтесь, а потом отдавайте. Будьте успешны, вам всего доброго. Я думаю, что кто-то из коллег хочет сказать. Добрый день всем. Расскажу сначала как коллега. Лидия Дмитриевна обладает такими качествами, как поддержать и показать путь, что он не такой сложный. То есть в этом фильме мы сейчас увидели, что Лидия Дмитриевна брала свои задачи, которые на первый взгляд, они просто нереальны и решить их, скорее всего, будет очень сложно. Сегодня она дает много примеров, как разбудитесь, и вы идете в это сделать. Как человек, действительно обладает тоже известной качеством, как мобильность. Мобильность и легкость. Если это надо, она пойдет. Если надо, она приходит. Поэтому спасибо. Хочу сказать, с Лидой мы знакомы, заочно, наверное, года 2, вот так, но более тесно познакомились буквально совсем недавно. Перед началом фильма было сказано, что я думала, мне будет стыдно, я думала, мне будет как-то неудобно. Я очень счастлива, что я преодолела и стыд, и страх, не позволила им себя такую красивую, умную, целеустремленную, куда-то затолкнуть на задний план. Я очень рада, что это не позволило вот эти сомнения разрушить то, что ты сделала прекрасно. Я очень рада и счастлива за тебя. Это действительно то, что приезжает для всех женщин. Не позволяет своим страхам, своим сомнениям остаться в тени, пойти вперед. Я очень счастлива знакомиться с тобой. Мы знакомы с далекого 2016 года. Первый раз я видела ее на сцене. Раз она выступала на воспитателе года. Выходит девушка такая, в девчонке, в пиджачке. Пишет вам разговаривать на таком чистом русском языке. Девочка, а что он? Сдаватель труда, преподаватель русского языка. Не девочка, не девушка, а там. Идет вперед, локомотив. Как-то наши пути потом пересеклись. Очень странно пересеклись. Заходим мы в Камрадский наш государственный университет, и кто же у нас преподаватель? Это Лидия Дмитриевна. Да, и Соня Ивановна. Да. И дает она слово и говорит, а вот опишите всегда ваши качества. Девчушка, а я мать 3 детей, смотри. Здорово. Вам слово дальше. И вот наша дружба с 2015 года продолжается, и очень тесно. Спасибо большое, Лида, что вы есть в нашей жизни, вам творческих успехов в дальнейшем, и пускай ваши поставленные цели реализовываются. Спасибо большое.
потому что я увидела там уже свое село, свою маму, когда жила. И я думаю, что каждая женщина, которая вот именно среднестатистическая, сказать, да, которая жила в такой семье, в простой, обычной семье, где дружба была всегда ценна, где помощь, где любовь, где взаимопонимание, где взаимопомощь. Я думаю, любая девушка, женщина, которая видит вас, вот ваш фильм, она скажет, это моя история. Я тоже хочу достичь таких целей, как Лидия Дмитриевна. Спасибо. Поздравляю тебя с этим. Для меня это было как мама, тоже неожиданно. Она пришла как мама, только чувствую. Первый раз, я тоже не первый раз участвую в этом фильме, как бы желаю всем женщинам успехов и идите только вперед, не назад. Я думаю, что Лидия достигла кое-чего, и вам желаю, чтобы вы все достигли вашей цели. Я не знаю, может, что бабушка волонтерит, ее мама у нас тоже. У нас были бабушки, им надо было коляски, вот она нас так собирала. Вот подружились тоже, говорят, ты когда-нибудь сделаешь, пригласи нас тоже. Вот это сегодня решила, я ее поздравляю и желаю удачи. Спасибо, спасибо. В первую очередь хочу поздравить работу. Росла достойную, такую мужественную дочку. Это, наверное, самая большая радость для каждого родителя. Быть гордым, что есть такие дети, которые продолжили делать, да, и стали даже лучше, наверное, в каких-то моментах, чем мамочка. Да? Я ее не так давно знаю, мы не так давно знакомы, но за этот короткий период я поняла, что она очень достойная женщина, она лидер в своем обществе, она умничка. Маленькая ремарка. Ваши избиратели из села Мегашка очень много потеряли. Ему, женщины, лидер ГГУ, будут вас поддерживать в любом вашем решении. Спасибо. У нас еще есть бабушка. Да, нужно и про это подумать. Спасибо, спасибо. Наверное, может быть, обобщу немножко тогда. Вот, ну, во-первых, Лидию знала немножко заочно, потому что есть соцсети, где ты можешь наблюдать за тем, что делают люди. И за человеком, который очень активный, за человеком, который очень привязан к своей семье, к своей дочери, было очень приятно наблюдать за трудящим. Вот. И хочу сказать, что вы вот отметили, что, может быть, мой пример не самый лучший, не самый, да, для молодых девушек, для женщин. Я считаю, что мои коллеги, спасибо им за эту работу проделанную, они выбрали очень хорошие кандидатуры для нашего проекта. И вы одна из лучших. Потому что на самом деле ваш пример, ваш опыт и ваше, не знаю, взаимоотношения даже в семье, с дочерью, это очень показательно для молодых девушек, которые могут на самом деле, как говорили здесь, сказать, я тоже, наверное, смогу. Вот во мне тоже, может быть, такое есть. Сподвигнуть кого-то одна какие-то, не знаю, на участие в проектах, на участие, опять же, в активной какой-то жизни общественной, даже в политике. Поэтому вам только вперед. Хороший получился фильм, вы очень классная героиня. Поэтому очень рада была с вами близко познакомиться.
Настя, я являюсь сценаристом этого фильма. Мы с Лидой знакомы очень давно, отчасти мы с Лидой очень похожи, мы постоянно где-то, нас постоянно где-то кто-то видит, мы очень мобильны, и нам было с ней очень легко работать во время съемок, потому что она не нудный герой, да, будем называть вещи своими именами, она очень интересная героиня. Она активная очень, и когда человек активный, ему есть что говорить, да, то есть у нас было очень много, у нас было очень ограничено время, но материал, наверное, еще на 5 серий про Лиду, потому что когда человек активный, у него всегда есть о чем говорить и рассказать людям. Ну, конечно же, женщине в Грузии не так уж и легко, да, быть женщиной и быть и мамой, быть и лидером, быть и в политике, и в образовании, и где-то в профессиональном уровне. Но благодаря тому, что есть люди, которые могут поддержать, несмотря на какие-то преграды и стереотипы, эти женщины идут вперед. Может быть сложнее, может быть больше преград, может быть эта дорога в миллион раз проблемнее, чем у мужчин, но они достигают, я не знаю, цену этим достижениям. И это может быть очень дорогая цена в жизни, потому что где-то нужно было оставить ребенка, где-то нужно было попросить маму, где-то нужно было перед кем-то унижаться для того, чтобы что-то добиться. Но вот я это сделала, и это самое главное, что в жизни ничего не останавливает. Потому что всегда рост там, где наши страхи. Если мы идем в страхе, то мы растем. Тебе всех благ, творческих успехов, и чтобы это был не единственный фильм про тебя, и чтобы мы еще неоднократно собирались и наслаждались картинкой на экране. Спасибо. Ну, я благодарю вас за то, что вы сегодня пришли, увидели нашу работу, в общем-то, высказали свое мнение. Хочу сказать, что на этой неделе, в среду, будет премьера на наших платформах фильма с Лидой. Это завершающий эпизод из 5. Все остальные фильмы вы можете видеть на наших платформах LoveMD, на сайте, YouTube, Фейсбуке. В общем, там есть еще контент, статьи, цитаты. В общем, очень много контента в рамках этого проекта. Там же вы найдете и подкасты с психологом, который дает какие-то рекомендации и советы, как женщинам нужно себя вести в тех или иных ситуациях, как не прийти к самовыгоранию и как находить какие-то точки роста для себя. Поэтому это был такой проект комплексный за 4 месяца. Вы весь этот контент можете видеть на наших платформах, в том числе фильмы транслируются у наших партнеров на Бас ТВ и YouTube. То есть там на этих платформах фильмы тоже будут доступны. Поэтому всем спасибо. Ну и удачи.